Салимец нерме балалар. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Культура питания». Урок номер 68-69. Тема сегодняшнего урока – Николай Васильевич Гоголь «Старосветские помещики». Сегодня на уроке вы познакомитесь с произведением Гоголя «Старосветские помещики». Будете обсуждать образы героев повести, высказывать свою точку зрения, предполагать дальнейшее развитие действия. Николай Васильевич Гоголь – классик русской литературы, писатель, драматург, публицист, критик. Родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии в семье помещика. В 1821 году поступил в класс Нежинской гимназии, где изучал юстицию. В школьные годы писатель не отличался особыми способностями в учебе. Хорошо ему давались только уроки рисования и русской словесности. Он служил чиновником, пробовал устроиться в театр актера и занимался литературой. Литературно известным Гоголь стал после выхода в свет книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». В 1835 году Гоголь написал первую повесть из цикла «Миргород» под названием «Старосветские помещики». Упражнение номер 1. Произведение Гоголя «Старосветские помещики» получило самые разнообразные оценки. Вот что говорили об этой повести некоторые представители мира литературы XIX столетия. Первое. Шутливая, трогательная идиллия, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления. Александр Сергеевич Пушкин. Второе. О, бедное человечество, жалкая жизнь! И однако же вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Вы плачете о них, которые пили и ели и потом умерли. Белинский. Третье. В старосветских помещиках вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но, по крайней мере, добрых и радушных. Белинский. Упражнение номер 2. Послушайте краткое содержание повести «Старосветские помещики». Старики Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна живут уединенно в одной из отдаленных деревень, называемых в Малороссии Старосветскими. Жизнь их так тиха, что гостю, заехавшему ненароком в низенький барский домик, утопающий в зелени сада, страсти и тревожные волнения внешнего мира кажутся несуществующими вовсе. Маленькие комнаты домика заставлены всевозможными вещицами, двери поют на разные лады. Кладовые заполнены припасами, приготовлением которых беспрестанно заняты дворовые под управлением Пульхерии Ивановны. Несмотря на то, что хозяйство обкрадывается приказчиком и лакеями, благословенная земля производит всего в таком количестве, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна совсем не замечают хищений. Старики никогда не имели детей, и вся привязанность их сосредоточилась на них же самих. Нельзя глядеть без участия на их взаимную любовь, когда с необыкновенной заботой в голосе обращаются они друг к другу на «вы», предупреждая каждое желание и даже еще несказанное ласковое слово. Они любят угощать, если бы не особенные свойства малороссийского воздуха, помогающего пищеварению, то гость, без сомнения, после обеда оказался бы вместо постели лежащим на столе. Упражнение номер 3. Прочитайте по цепочке отрывок из повести «Старосветские помещики» Гоголя в сокращении. Как вы думаете, кто является рассказчиком? Рассказчиком является очевидец, тот, кто видел их повседневную жизнь. Работа в группах. Первая группа, первый вопрос.
О каких старичках идет речь в повести? В повести идет речь об этих старичках. Афанасий Иванович Товстогуб и его жена Пульхерия Ивановна Товстогубиха. Второй вопрос. Каким вы представляете Афанасия Ивановича? Афанасий Иванович высокий, тепло одетый, улыбчивый, добрый 60-летний старик. Третий вопрос. Найдите в Хрестоматии описание Афанасия Ивановича. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом комлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Четвертый вопрос. Какие слова в их описании являются ключевыми? Выпишите их. Ключевые слова – старики, доброта, приятный, жизнь, любовь, теплота. Пятый вопрос. Чем занимался Афанасий Иванович? Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Шестой вопрос. Расскажите, используя цитаты о режиме Дня стариков. Они всегда вставали рано и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал. Обедать садились в 12 часов. После обеда шел отдохнуть 1 часик. После этого отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине 10 садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать. Седьмой вопрос. Составьте кластер к образу Афанасия Ивановича. Афанасий Иванович любил закусить, гулял по саду, любил тепло, любил пошутить, смеялся, тоска, отчаяние, несчастье, купил пистолет, выстрелил в себя, бесчувственный взгляд. Вторая группа, первый вопрос. Как звали главных героев повести? Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Второй вопрос. Какой вы представляете Пульхерию Ивановну? Пульхерия Ивановна почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах у нее было написано столько доброты. Третий вопрос. Найдите в Хрестоматии описание Пульхерии Ивановны. Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторную для ее доброго лица. Пятый вопрос. Чем занималась Пульхерия Ивановна? Они ведут хлебосольное хозяйство. Шестой вопрос. Что было главным в жизни стариков? Самым главным в их жизни была их взаимная любовь и привязанность. Детей у них не было, и они были полностью сосредоточены друг на друге. Они никогда не обращались друг к другу на «ты», только на «вы», что показывало, как сильно было их взаимное уважение. Седьмой вопрос. Составьте кластер к образу Пульхерии Ивановны. Строгость, жесткость, высокомерие, цинизм, целенаправленность, материализм, любовь к богатству. Восьмой вопрос. Почему никто в поместье серьезно не страдал от обжорства? Когда прислуга или хозяева начинали страдать от обжорства, они еще немного закусывали и ложились спать. Девятый вопрос. Что больше всего вас привлекало в повести? Больше всего привлекало описание быта помещиков и их взаимоотношений. Десятый вопрос. Выпишите из текста обособленные члены предложения и объясните условия их обособления. Первое предложение. Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил,
но больше расспрашивал. Обособленный член предложения, приезжавших к нему. Второе предложение. Приказчик, соединивший свой том, обкрадывали немилосердным образом. Обособленный член предложения, соединивший свой том. Третье предложение. Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дул. В этом предложении обособленный член предложения, приехавший домой. Упражнение номер 4. Прочитайте по ролям диалог героев повести, передавая интонацией их чувства. Упражнение номер 5. Рассмотрите иллюстрации к повести художника Маковского. Найдите и прочитайте отрывки из текста произведения, которым они соответствуют. Первая картина. Оба старичка очень любили покушать, вставали рано и пили кофе. Вторая картина. Эти старички были гостеприимными, они угостили их всем, что у них было. Упражнение номер 7. Заполните таблицу определениями, характеризующими героев повести. Афанасий Иванович – высокий, улыбчивый. Пульхерия Ивановна – хозяйственная, добрая, серьезная. Ваш комментарий. Гостеприимство, доброта, любовь и забота друг о друге, скромность, преданность, искренность – их общие черты, они похожи. Упражнение номер 9. Литературный диктант по теме «Гоголь. Старосветские помещики». Первое. Николай Васильевич Гоголь – классик русской литературы, писатель, драматург, публицист, критик. Второе. Произведение «Старосветские помещики» написано в 1835 году. Третье. Жанр произведения «Старосветские помещики» – повесть. Четвертое. Повесть – это прозаический жанр, занимающий по объему текста промежуточное место между романом и рассказом, тяготеющий к хроникальному сюжету, воспроизводящему естественные течения жизни. Пятое. Главные герои повести – Афанасий Иванович Товстогуб и его жена Пульхерия Ивановна. Шестое. Значение слова «помещик». Это владелец поместья в России в конце XV – начале XX века. Седьмое. Старосветские помещики больше всего любили друг друга. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.